Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные события и разговариваем с людьми, которые, на наш взгляд, самые интересные. А на сегодня мы никаких, собственно, событий обсуждать не будем. Сегодня такой уникальный Prime у меня, для меня самого очень интересный. У нас в гостях два человека. Один человек справа от меня – это Леонид Канфер. Для вас он слева от меня. Да, это Леня Канфер, режиссер, теледокументалист. Правильно я все говорю? Человек, который снял кучу документальных фильмов, кучу в хорошем смысле. Последний его документальный фильм, то есть сейчас ты новый снимаешь, мы об этом тоже поговорим, но предыдущий его документальный фильм был про Василя Слепака. Если кто-то не смотрел, посмотрите. Просто фильм прошибает насквозь. Про героя Украины, оперного певца, который приехал из Парижа и погиб здесь. Вот. А по другую сторону нашего стола находится старый товарищ Лени Канфера, Володя, друг. Друг, телегерой. Да. Я его 17 лет снимаю, извини. Вот есть такое, да, это, я все-таки представлю, с твоего позволения, это Владимир Виноградов, житель Владимирской области Российской Федерации. Вот такой у нас гость с таким громким титулом, наверное, никого тут еще не было. Вот, просто человек. Но человек необычный. Я сейчас про него, Леня Канфер снимает, ты 17 лет, да, снимаешь в разных своих фильмах? 17 лет мы дружим с Чеченской войны. А, вот так, да. И продолжается все это и до войны российско-украинской, и сейчас. И последний проект, связанный вот со съемками, в которых участвовал Володя Виноградов, был проект, кусочек которого мы сейчас вам покажем. Вы, наверное, поймете, о ком идет речь, кто сидит вот по левую руку от меня, кто такой Владимир Виноградов. Давайте показываем. Заходим в штаб, значит, где написано, мы же русские, заходим, там же отмечаться везде, приходим в штаб. Здрасте. Там, говорит, идите, ну, думаю, как пароль, видать. А спустя 10 лет он вернется в отстроенный Грозный и испытает шок от того, как живут побежденные и победители. Ты не веришь, что так будет в Собинке? Не верю. У нас все деньги идут на Грозный. Именно эта история возьмет главную телевизионную награду России. Там, где была война, репортерские истории. И Виноградову будет аплодировать вся телеакадемия. Конечно, когда она еще не была пропагандистской пушкой Кремля. Честно, я телевизор стал смотреть, после как стали вот Леня показывать меня по телевизору. Ну и в деревню нас тоже стали смотреть. Он станет звездой народного реалити, как я ездил в Москву, и его взгляд провинциала на ценности большого города обернется всенародной славой правдоруба. Твою мать, черт с рогами. Москва. Да. Готов ко всему. Город контрастов. Не каждый автор может похвастаться тем, что у него есть человек, которого он снимает 15 лет. А вот у меня такой герой есть. И Володя мой, такой Форест Гамп, через историю которого вообще можно рассказать историю страны. И он за это время действительно стал и таким правдорубом. У него есть, наверное, очень редкий дар говорить о очень смешной и несмешных вещах. Его везде уже повсюду узнают. Он не может выехать на заправку, чтобы не раздать автограф. У него есть фан-группы в соцсетях. И все ждут каких-то продолжений приключений дяди Вовы. Я уверен, что вот это наш проект, который сейчас, как он ездил в Украину, наверное, будет самый экстремальный всего того, что мы снимали до сих пор. Вот такой человек Владимир Виноградов, это давнишние уже кадры. Ну, в общем, это человек, которого Леня Канфер, сам переехавший в Украину, он сам из Беларуси, потом жил в России, работал, потом не смог там работать, закрыли каналы, которые его фильмы показывали, он приехал в Украину, и давно уже тут 2 года тут живешь, да? 3? Почти 3, Почти да. 3. И вот в 2016 году он впервые пригласил своего героя в Украину. И вот с тех пор вот эта история с поездками Виноградова в Украину длится. И вот этот фильм «Трудности перевода», он как раз о том, что как россиянин, вот условно рядовой россиянин, хотя я не верю в рядовых людей, воспринимает все, что происходит в Украине, и как его реакции на это бывают. Да? Мы же знаем, что пропаганда очень сильно влияет на людей российской. Мы будем еще об этом говорить. Но, кстати, я не могу не задать вопрос, Володя, а кем ты был в Чечне? Там фильм с Чечней начинается. Первую командировку мы были преданы силы, так называемые. У нас был 3 СОБРа, 3 ОМОНа и Чеченский СОМ, да?
А, то есть ты в милиции служил, а милиция еще называлась? Да. По разнарядке ездили на... Ну, командировки отправляли. Вот начальник милиции сказал, завтра едешь на войну. Все, вопросов нету. У нас, знаешь, постановка какая была? То есть тебе говорят, завтра едешь на войну, значит, генерал уже подписал на тебя приказ, ты говоришь, я не поеду на войну. Просто пиши другой рукой рапорт, прошу уволить меня по собственному желанию, и все. Хоть ты 10 лет служил. Но ты все-таки поехал. Ну, знаешь, какая история, тебе сейчас скажу. У меня, воспитывал меня папа, да? У папы определенные были правила, которые он меня научил, да? Что мужчина должен, вот то, что должен делать мужчина, ну, как там все, как мода, да, то есть вырастить дерево, там, построить дом, ну, вот. И повоевать в Чечне. Ну, не обязательно, ну, понимаешь, ситуация такая была. Ну, мы тоже смотрели телевизор, да, но, с другой стороны, я погонный человек. Ну, представь, если человек с погонами сказать, иди, а он скажет, я не пойду, так это какая милиция, какая армия? Ну и вот ты вернулся, ну ты там был недолго, я так понимаю, это сменные были. Нет, такие, 3 месяца ездил, потом 3 месяца дома, потом 3 месяца опять. Ну и что, вот на людей разных, эта война произвела разные впечатления. У меня был знакомый из Тамбовского СОБРа, который, вернувшись из Чечни, из командировки, вот такой же, да, СОБР, ну, спецотряд милиции, вернулся, уволился и сказал, никогда больше. Начал писать песни. Вот и у меня такая же ситуация. Да. Я просто хотел сказать, это была наша самая первая съемка. Это была съемка вообще для себя. Просто поражать. Да? Ну, вечером всегда. Я их позвал к себе. Очень просто. Это был рассказ Володи о том, как они туда ехали. И весь рассказ — это их дорога. Про войну слова не сказал. Их дорога. И в этой дороге соединилось все. И ужас вот этого неорганизованности этой армии, и ментальности, и какие-то вещи. Это разошлось миллионными тиражами, он стал просто звездой интернета. А, вот это все начало. Он решил фильм снимать потом. Да? Это был не фильм, это было просто интервью, где он сидел и рассказывал 50 минут. А потом ты решил уже снимать Да, кино. потом уже, конечно. Ты все-таки не дал Володе договорить. Вот что в тебе оставила война в Чечне? Ну, несправедливость, это точно. То есть, вот я сейчас анализирую, да, то есть, вот когда мы ездили с ним 10 лет спустя, 20 лет спустя, и познакомились с людьми, у которых по 15, по 20 человек родственников погибло в обе войны, да, вот до сих пор мы сейчас с Аликом переписываемся. То есть, он сохранил 12 человек в своей семье, я его прекрасно понимаю, да. И вот сейчас начинаешь анализировать, правда, вот сейчас повзрослее стал, да, вот сейчас, грубо говоря, Боженька-то 2 сигнальчика послала, 2 инсульта. И думаешь, правда, а вот за что? За что, ну, там, лозунг-то был какой? Территориальная целостность, да? Ну, понятно. Конституционный порядок. Так, а народ-то мирного перестреляли там. Причем, ну, как, не специально бомбу бросили, бомбу. Ну, бомба вообще-то всегда одинаково убивает, да, она не выбирает. Я понимаю, что вот, ну, не дело, по большому счету. И потом ты ушел из милиции. Да, потом у меня убили водителя. И надо было еще раз ездить. А меня так начальник милиции при всех начальниках, то есть я уже замначальник, я дослужил замначальник милиции, а он мне при всех начальниках сказал нехорошие слова. Да, я просто уволился и все. Но вообще-то с таких постов в милиции тебя, наверное, карьера могла ждать неплохая. Начальник РОВД, полковник. Это все Владимирская область, да? Ну да. Не, ну ты полковник, я был на полковничьей должности. Вот когда себя на горло наступать. Нет, ну есть люди, ты понимаешь, вот погонные люди, они какие-то зомбированные, они все ждут пенсию, когда он 20 лет. Не зря я служил, типа, не зря я служил. Да, ты понимаешь, ну, вот мне там, например, до выслуги осталось до 2,5 года, дольготный, к примеру, дольготный, да, то есть 12,5 лет до 45 лет, и можешь уже на пенсию идти. Ну, теперь, когда тебя обзывают недоумком, там, дурачки, там, дебилы и все, ты сидишь, ну, почему? Я просто бумбуру. Какой год это был? 2000, уволился в 2003. Да это черт знает, когда все было еще. Да. Ну, мы сейчас все это перескочим и вернемся мы на украинском канале, и мы говорим с украинскими зрителями. И, кстати, можете звонить, телефоны на экране. Так я в интернете общаюсь. Спрашивайте, выключи телефон, концерт. Я тебя предупреждал. Вот, да, кстати, Володя общается и в соцсетях, и у него блог в Ютьюбе. Ему даже украинцы в гости к нему приезжают туда, и он сам приезжает. Но давайте вот эту историю перескочим немножко. Единственный вопрос. Давай. Сейчас вот мне Леня сказал, что ты там нашел такой способ выживания в нынешней России. Это такая иммиграция и создание своей Своя страна. Да. У меня своя республика, называется Бурляндия. 30 на 50. 30 на 50 чего? Метров. Метров. 15 соток. А почему Бурляндия?
Ну, она находится в деревне Бутурлино. Был такой генерал там, у кого там, у Кутузова, да. Ну, это, как там я появился, закончил институт, еще в советское время распределение было, помните, наверное, да? То есть по распределению послали меня там работать начальником РСО. Ты остался там. Сам ты, у тебя... Бурляндия – это его дом и его сотки. Я понял. Да. Потом кончился СССР, и я где только не жил, в Карелии. Я просто вот про еще до эфира, про твое произношение, у тебя украинское О, ты не акаешь. Знаешь, говорит, Москва. Я чисто волжский. Да, вот это О такое, абсолютно украинское четкое. Да, бандеровское. Это там на Волге так говорят. А я говорю по-московски бандеровское. Ну, уж молчи. Тогда иди будешь говорить. Нет, я уехал, но сейчас давай объясню. Да. То есть я и был депутатом, я был в свое время первым замглавы города. То есть я все видел. Ну и представляю, что такое район, что такое, грубо говоря. Это еще до войны с Украиной еще было. До всего. Войны. Ну, естественно, да. То есть ты ушел в эту иммиграцию до того еще? Нет. А ну как, извини, я не буду переводить. Какая история. Значит, работал я замглавы города. До войны. Я буду говорить до войны. До войны, да. Это до 2005 года. То есть с 2003 по 2005 год работал. На мне был ЖКХ, то есть вода, дрова и помой, я всегда говорил, да. То есть самый нелюбимый зам я должен быть, да. Ответственность вот такая, то есть тебя... Ну, за всем виноват, понятно. Да. Молодец, вот хорошо сказал. Да, я знаю, за все виноват. И замгубернатор звонит, и СМЧС звонит, все звонят. Я пришел к мэру и говорю, слушай, отпусти ты меня в ЖКХ, я вот сейчас там все налажу. Он говорит, ты дурак, что ли? Я говорю, почему? Ну, у тебя тут хорошая зарплата, ну, карьерный рост такой, да, по большому счету. Все, и ты просишься туда, кто никуда не просит. Ну, отпусти меня. Я пришел, там целое войско, представляешь, там тьма, там батальон, там 400 человек было. Я говорю, зачем столько-то? Ну, все получали зарплату, 13, 14. Ну, в общем, ты оттуда тоже ушел, как колобок. Нет. Я наладил все. У меня единственное ЖКХ в районе стал работать с прибылью. Но это же неправильно. Хорошо, давай закончим. За ЖКХ у нас есть звонок от украинского зрителя. Давай. Пожалуйста, говорите, кто вы, представляете, откуда вы звоните, и задавайте вопрос любому из наших гостей. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сам тоже из Крыма. Я хотел бы задать вопрос в студию. Скажите, пожалуйста, на какой идеологической платформе жизнится современная Россия? Так как я жил и при Советском Союзе, там была стройная, выверенная идеологическая платформа. А нынешняя идеологическая платформа какая российская? Что-то никак я не могу ее понять. Спасибо. Спасибо, хорошо. Она вообще есть? Говори, отвечай. Я не знаю, как давно надо, мужчина, да? Ну вот, я, знаешь, как отвечу. Вот раньше у нас в деревне не было заборов. Сейчас вся деревня, все в заборах двухметровых. Спрашиваю, зачем? Чтобы не видели. Ну, у меня вот такое ощущение, вот, кстати, недавно с кем-то гости приезжали, мы тоже разговаривали, что вот нас специально 20 лет разъединяют. Честное слово. Вот представляешь, вот у меня единственный дом в деревне стоит без забора. Вот мы съездили с ним... Тебя все ненавидят, наверное. Да. Съездили просто в Львовскую область. Вот мы съездили в Западную Украину, правда, мне родственники не поверили. Я говорю, братцы, там забор-то метровый, там кругом цветочки растут. Не может быть, там такие с рогами. Бандеровцы в пещерах сидят там в схронах. Вот он свидетель. Мне Шурин не поверил, представляешь? Он говорит, ну как же, Киселев-то ведь рассказывает. Я говорю, Вова, да ты че? То есть тебе не верят, а ему, вот Киселеву, вот в телевизоре верят. Ну да? вот, понимаешь, в чем дело-то? И мне такое ощущение, что вот нас специально, то есть, вот у меня единственный, и, кстати, вот в Ютубе у меня канал свой есть, и я вот свой дом просто снял и показал, какой у меня дом, да. Все посмотрели, сказали, дядя, у тебя и правда нет забора. То есть, опять же, не верят, у тебя и правда нет забора. Я говорю, а зачем забор-то? Если я его и сделал, то только чтобы куры не ходили, из сетки рабицы. Ну, смотри. Можно продолжить? Да. Просто забор очень хороший образ Володя подобрал. И идеология была очень простая, мне кажется. Деление мира. Да, после Второй мировой войны были 3 супердержавы, которые делили мир. И какая больше, собственно, захватит территории и зоны влияния, собственно, тогда доминирует. Великобритания, США и Советская Россия. Да? Вот. И все противостояние до конца Советского Союза, оно, собственно, было
это противостояние с Западом, да, и деление сфер влияния, деление мира. Когда все распалось, и было понятно, что Россия уже не играет ту роль, которую играл Советский Союз, это очень болезненно воспринималось, эти вот фантомные боли, вот это там Югославия была и так далее. Ну, имперские вот эти. Пришел Путин, повысили цены на нефть, и все это имперское мышление снова, мы теперь должны как минимум быть вровень с Америкой, вот строить забор, значит, и определять сферы влияния, зоны влияния, хотя для этого экономика, к сожалению, для нас, к счастью, а, к сожалению, для России, она не играет ту роль, которую играет там те же США. Поэтому хочется, но не получается. Вот Володя вспомнил про Киселева, Дмитрия, естественно, Киселева. Я хочу, чтобы мы посмотрели сюжет, чтобы это предучить для украинских зрителей, а потом мы обсудим с Володей и с Леней, как Киселев рассказывает про Украину на русским зрителям. Второе. Неприятие современности. У Киева сегодня это отказ от принятых в цивилизованном мире, будь то на западе от Украины или на востоке, уважение к правам национальных меньшинств. Третье. Иррационализм крепко связан с культом действия ради действия. Действование прекрасно само по себе, и поэтому осуществляемо вне и без рефлексии. Думание – немужественное дело. Призыв подумать не в моде. Интеллектуалы, как и вообще критическое мышление, подозрительные. Думающие люди покидают Украину. Четвертая черта вечного фашизма по Умберто Эко – формула «несогласие есть предательство». На Украине она работает по полной. Пятое, и никуда фашизму от этого не деться – расизм. Низшая раса на Украине – русские. Вот уже неделя, как дух майданутой Украины разносится и по Москве. Я про то, что всю неделю думали, как быть с деятелями одной из общественных организаций нашего юношества. Ну а что украинская армия? Знаете, все боятся это произнести, но кто-то ведь должен сказать, как есть. Украинской армии... Ну вот смотреть это можно бесконечно, а можно не смотреть вообще. Я могу очень быстро это прокомментировать. Ну быстро, потому что еще один сюжет. С журналистской просто точки зрения есть три вещи, которые говорят в эфире журналисты. Дают информацию, дают комментарии, мнения, и третье гонит пургу. Это гонит пургу. Это не так смешно. Это какая-то все-таки веселая история. Я хочу, чтобы мы смотрели кусок вчерашнего эфира. Вчера у нас в эфире, здесь же в это время, в прайме был Роман Цымбалюк. Это единственный журналист, аккредитованный, официально работающий в Москве до сих пор. Значит, и вот он высказал свое мнение о том, как российская пропаганда телевизионная влияет на россиян. Послушаем Рому. Какая часть населения подвержена там телевизионному зомбированию? Я думаю, что 94%. Я даже объясню, откуда такая цифра, а не 84%. Был такой соцопрос, проведенный Левада-центром перед 18 марта, когда Путина переизбрали на 4-й срок, то 6% россиян сказали, что ни при каких обстоятельствах они голосовать за Путина не будут. Вот, я думаю, вот эта цифра, она очень... Остальные, в зависимости от, так сказать, от... Все остальные, почему? Потому что все остальные, все участники, которые принимали в этом участие, это все, кто туда пришел на выборы, они все голосовали, по сути, за Путина. Все голосовали. И эффект российской пропаганды, он колоссальный. И я думаю, любой политик в любой стране мира просто мечтал бы о таком. Потому что когда людям 20 лет подряд говорят о том, что один человек, один гражданин нашей страны, он не просто, он Бог. Он Бог. От него зависит судьба мира. Он об этом, кстати, так и говорит, когда сказал, что а зачем нам такой мир, если там не будет России. Нормальный я женат на России. Да, еще есть цитата такая, и у России нет границ. Нормальный человек бы задумался, слушайте, что за постановка вопроса, а что России кто-то угрожает, или ее кто-то хочет там съесть, или еще что-то. Вот. Поэтому эффект очень сильный, и даже, вот, казалось бы, очень большую такую пищу для размышления дает опрос жителей, например, Москвы, чем мы иногда занимаемся. Так они, особенно в контексте Украины, они тупо просто дают цитатами. То есть вот они могут не любить Путина, например, да? А по Украине... Но по Украине позиция четкая, да, выработанная ясно. Вот я хочу спросить у Володи в первую очередь. Правду говорит Роман Цымбалюк?
То, что все смотрят, может быть, и смотрят. То есть деревенский теща смотрит, Шурин смотрит. Я не смотрю. Объясню почему. Почему я уехал из города и почему я в деревню уехал. Потому что мне некогда смотреть. Вот я тебе клянусь. Вот. Но ты специально не смотришь, ну скажи. Специально не смотрю. А что я буду смотреть-то? Ты понимаешь, что дело-то? Ну я здесь был. И что мне в уши дуть, как тут, да? Ну так ведь. Ведь мы в 2016 году объехали всю Украину. Причем мы на Западной Украине были больше, чем то есть вот даже в центральный Киев, Одесса, и значит, Карпаты поехали, Винница ездили, да, Львов, Захидфест был фестиваль. Я вообще обалдел, вот Захидфест это был, 40 тысяч молодежи, 10 милиционеров, я обалдел. Для России это невозможно. Да, я обалдел, я просто, вот, честно слово, я такого в жизни не видел. То есть все культурненько, никто не дерется, никто Хай Гитлер не делает. Приезжает туда домой. Говорил по-русски, нет? Да, он в любую толпу украинцев мы заходили, все говорил, он с России. Он специально говорил, да? Да, он с России, а ему говорили, а нам по барабану. Ты представляешь, так я тебе говорю, вот, и там я работал, вот прошлый год работал с мальчишками с Днепродзержинска. У меня на дому с Николаевым мужик работал, ну, помогал. В твоей Бурляндии, в твоей. Да, я уж не... Ведь, если смотрят, видите, привет. Вот, понимаешь, что дело-то? Ну, а мне пытаются сказать другое. Ну, мне зачем? Ну смотри, вот я про то, что он сказал. Да. Он сказал, что вот ты, наверное, и входишь в эти 6%, которые не верят, не смотрят и верят своим глазам. Я вообще даже не смотрю. Но вот 95% есть люди, которые верят пропаганде. Ну, посмотри вокруг себя. Особенно, я так думаю, пенсионного возраста все смотрят. А что еще смотреть-то у нас? Но не просто смотрят, верят. Так это мне теща говорит, так по телевизору сказали. А ты для нее не авторитет? Нет. Так я для Шурина. Шурин живет через дорогу. То есть, ну, он мне старше там, на 6 лет, да? Он мне не верит. Я говорю, за столом сидели, это была последняя серия нашего. Я ему объясняю, вот так и так и так. Он говорит, я был лично. Сережа сказал. Я видел этот Дом профсоюзов в Одессе, я видел. Так мы в него уходили с ним вместе. Не, ну то есть смотри, ты сидишь. Ну, на самом деле, мне ситуация знакома была по некоторым эпизодам. Но ты сидишь напротив человека, которому ты, наверное, никогда не врал, да? Вот ну, так лично. Я близкие люди знают друг друга. Тем более уж ему вообще, ну даже в принципе. И вот он во всем тебе верит. За стаканы горилки, грубо говоря. То есть тебе он верит. Горилку украинскую пьет, которую мне не верит. Тебе не верит. Да. Киселеву верит, потому что он никогда не видел. Да, вот он с тобой всю жизнь прожил. Да, 30 лет. И тебе не верит? Нет. Значит, эффективно работает. Да, не то слово. Но смотри, вот ключевой вопрос, я хочу, чтобы и ты сказали, вот так спокойно подумав над этим. Это тема даже нашей программы. Вот российское имперское мышление, вот это отношение к Украине такое, вот это осознание там величия своего царя, там себя какого-то, вот эти заборы, вот эти, значит, мы тут и так далее, вот это соревнование с Америкой маниакальное, вечное, да? Это что? Это продукт, что раньше, курица или яйцо? Это продукт пропаганды или же в самом вот менталитете российского общества, да, заложен вот этот сбой такой, что людям это нравится. Не просто, ведь куму твоему или кто там он твой, ему, наверное, это на душу ложится, как говорится, на душу легло. Вот что тут первее, зомбировали или люди сами это хотят? Думаю, это даже не за один день. Это вот я говорю, 20 с лишним лет вот это все делали. С Чечни. Ну, видимо, да. Врага. Ну, с Путиным. Какой-то враг должен быть. Понимаешь, вот как-то должен быть враг. Вот раньше была, значит, Чеченская республика. Вроде там мы ее там победили. Вроде как победили. А люди обалденные там. Вот мы с ним приезжали принимать как родного. То есть вот мы садимся за стол с теми, ну, грубо говоря, кто с той стороны который, был. По идее, должны тебя ненавидеть. По идее. Ну, первые... Ты же воевал с оружием, приходил на их землю, у них люди погибли. Первые 10 минут, да, но после мы говорим, там же нормальные люди. Ну, они просто видят, что ты нормальный, поэтому. Ну, я стараюсь быть адекватным всегда. То есть, ну, никогда никого не бежал. Но мне кажется, это вот как-то планомерно, и причем тоже ребята с той стороны, как они, пиндосы, да, говорят, но они тоже помогали. Ну, черт это. Ну, не было у нас такого. Ты представляешь, вот, ведь раньше-то как жили? Спускаешься вниз, подъезд, стол стоит общий, песни общие, думам общие. Но это все-таки последствия. Америку всегда ненавидели, был всегда враг, и при Сталине, и при царе-батюшке. Но было же это все. Это же вот поэтому я просто взял, вот просто раз, вот все это, вот, у меня мысленный, забор у меня мысленный. То есть я не горжусь вот таким забором, но я вот просто мысль говорю, но мне это зачем? Дети выросли, детям объяснил, кому они нужны и зачем мне нужны. А, кстати, дети твои единомышленники?
Ну, как ты думаешь? Не знаю. По-разному бывает. Нет, ну я их правильно воспитал. Может быть, они не выслужатся, как я, но они меня правильно воспитаны. У них ценности правильные, скажем так. Они плохого точно никому не сделают, это вот точно. И отгораживаться никого не будут. Вот так. А как они к Украине? Ну, не они даже, про детей не буду спрашивать, не очень хорошо это делают. Но вот они адекватные. Вот твои, они адекватные. Они, да. Ну вот твои соседи, сколько народу в селе живет? 600. Потому что, вы знаешь, мы всегда говорим... Но я там нелюбимый человек. Я понял. Я сейчас расскажу. Когда я говорю все-таки про Москву, да, про какую-то среду, в которой я вращался, жил, да. Ну, а ты вот как раз... Тут у многих есть такие тоже представления интересные, что Россия это одно, Москва другое, власть одно, народ другое. Вот давай чистый эксперимент. Вот по-честному, как ты всегда говоришь, да, про правду рубишь. Вот что в твоем селе? Что думают про Украину, что думают про тебя? Вот как есть оно? Ну, простые люди. Киселев уже сказал, 95% Киселева слушают. Да я хоть там буду бегать и кричать по всей деревне, мне скажут, дурачок. Мы боялись настаивать, потому что было бы ощущение, что его купили. Не надо было настаивать. То есть мы сказали, это так. Настаивать что? На чем? Настаивать на нашей правде. Что вот мы видели своими глазами, на самом деле... то, что я видел. Я же пришел, сказал, я вот видел. Но им не интересно. Вот мне важная вещь, да? Я тебе скажу. Есть еще один эпизод в нашем сериале. Это не только его родственники и соседи. Это друг войны, самый близкий друг, один из самых близких. Маленький. Собрался на войну. Я дурак, что ли? Его однополчанин по Чечне. С Украиной воевать. Да, он собрался воевать с Украиной. Да? Это, как брат. Вот у меня всего два друга. Вот Леня и маленький. То есть мы две командировки мы сидим... Так ему, как и мне, 53. Я поеду... Господи, куда ему... Ой, я думаю, пацан был дурной, там все просто. Там все просто. Он никому не нужен, Айдер. Он никому не нужен. А значит, слушай, смотри. Но это не оправдание, блин. У меня долг за холодильник, я не нужен жене и поехал убивать. Малик, ты не прав. Вот сейчас я скажу. Он 100 пудов прав. Он был нужен. Он был нужен родине в 2001 году. Это его самые лучшие годы жизни. Так он и первую войну ездил, он в 96-м. А он же брали, в Зиндан сажали. Живет за не нравится. Никому не нужен. Ты, Малик, не так фразируешь. Вот. Ему не нравится. Он нужный был в стране. Я сейчас просто хочу ответить на твой вопрос, Айдер. Я понял. Хочу ответить на твой вопрос. Россия никогда хорошо не жила. И маленький твой друг тоже нехорошо не жил, да? В деревне, господи, да, поселок Майский. Поселок Александровский. Там было, сейчас развалился. Ему вместо хорошей жизни подарили величие. Понимаешь? Вот он нужен родине. И 8 тысяч пенсий. Заменили нормальную жизнь ощущением того, что судьбы мира решают. Да мы всех раком поставим. Вот это вот, понимаешь? Вот он смотрит телевизор, будучи, в общем-то, в полном дерьме. Я к нему приехал, вот рассказывал про Украину. Он мне говорит, да фигня все это. Почему я, собственно, и вел? Я говорю, Серега, ты блядь, ой. Извини, не надо. Да, я говорю, ты мне-то веришь? Тебе верю. И вот он сказал, так может, неправда, я не поеду. Представляешь? В итоге что? Нет, не поехал, так, что Айдер, он говорит, что нет бандеровцев? Володя такой. И видно, как маленький, вот у него лицо сразу меняется. Он, нет бандеровцев. И спасать-то некого. То есть врага нет, да? И спасать величие. Он не нужен никому. Он не нужен родине. И он скис тут же и не поехал все-таки. Ты его говорил фактически. Ну, я им просто сказал, как есть. Я понял. Я рассказал про вооруженные силы. Понятно, что мы с ним ходили на День независимости, прокатили металлолом в 70-х годах, я понимаю. У людей дух есть. То есть воевать будут, в тебя попадут. Слушай, мы с Володей были в селе, хоронили парня, который погиб в Винницкой области были. Все село стало на колени, это понятно. Я обалдел. Вот честно, я такого не видел. У нас же все тихонечко. Да, у нас когда живой, ты как мясо еще нужен кому-то, а когда мертвый. Вот, и так я ему это все объяснял. Я говорю, маленький дурачок, ты взрослый мужик, кому там, тебя привезут без ноги. Я тебе хочу еще один штрих сказать. Я маленький тоже снимал с Чеченской войны, да? Он не первый раз мы с ним виделись. Радиомикрофон. Я повесил радиомикрофон не первый раз ему. И вот он что-то говорил про угрозы, про Америку, ля-ля-ля. И вдруг он вспомнил, что у меня радиомикрофон, и говорит, так вы меня записывали, вы шпионите за мной? Вы за мной шпионите? Да, это правда. Все, люди вернулись туда, к Сталину. Уже страшно. Да. Я хочу знать, что посмотреть сейчас. Я набрал сюжетов, не знаю, сколько мы успеем посмотреть, но и комментировать их. Вот такой марш любителей Путина в Москве. Давайте посмотрим запись архивной.
правда, неправда, русские на войне своих бросают, да? И так это все по Оруэллу, все наоборот. Черное, белое, войне, белое, черное. Я хочу твой комментарий. Кто эти люди? Что с ними? Не знаю. Вот честно скажу, вот, ну это все сказали Москва, да? Ну, Москва. А что, у тебя нет деревни таких? Ты же только что рассказывал. Нет, что вот так с плакатами. Ну, ходить не будут, они там, сельская ментальность другая, они не ходят на них. Ну, когда выборы, они все пойдут. Пойдут, конечно, за Путина проголосуют. Да. А это то же самое, по сути дела. Не знаю, я тебе говорю, вот, ну, такое ощущение... Вот это? Вот откуда, ответь мне, вот что им не сидится дома? Какие флаги фронтов? Зачем? Я же отвечаю, что... Ну, какие? У нас есть какое-то событие, в Владимир берут автобус, сажают людей и возят. Ну, как бараны, извини, пожалуйста. Но это не советских времен. А ты не помнишь, как в советские времена на Первомайском? Все то же самое, да. Дали флаги, сказали, так у вас... Поэтому вот я, понимаешь, вот я сейчас, наверное, приеду домой, будут мне там веселые картинки, но суть-то в том, что вот я, чтобы вот в этом не участвовать, вообще в этом не участвовать, я просто вот так отгородился мысленно, не надо мне никого. Вот я занимаюсь своим участком, своим домом занимаюсь, никому ничего плохого не говорю, никуда, правда, не хожу. Ну вот тут единственное, я вот до эфира рассказывал, да, вот я с 84 года не ходил на выборы, и тут что-то, вот он мне достал свои высказывания, надо что-то менять, надо хотя бы свою гражданскую позицию. Я спрашивал тебя об этом. Да. Он провокатор, он просто провоцирует. Согласен. Документалист. И я сходил в этом году то есть в этом году выборы были у нас. Вроде ты да. на что человека подписал? Зачем? Да, слушай, и вот я сходил на выборы, да, я бросил за другого кандидата, понятно, да. Я включаю телевизор вечером, смотрю, победи, ничего не поменялось. Странно, правда? Удивительно. Да, да. Ну и получается, так во мне все растоптали. Ты сказал, Вов, ну ты дурак. Ты же и не верил, Володь. Ну ты шел, просто тебя спровоцировал и все. Нет, до выборов пришло тетенька, сказала, Владимир Александрович, ты не забудь на выборы сходить. 18-го, 19-го у меня вода кончилась в дому. Я пришел в сельсовет, говорю, слушай, 20-го, я говорю, у меня воды нету. Ну и что? То есть выборы прошли, и на тебя... Понимаешь, в чем дело? Да, ну послушайте, сейчас вот хороший сюжет посмотрим, небольшой, минутный, как россияне радуются аннексии Крыма украинцам. Меня снимай. Я никого не снимаю. Крым наш. Молодец. Россия. Блядь, сила. Mamy swój polityczny stanek. Молодцы. Надо будет. Мы здесь наведем порядок. Да пусть снимают. Крым наш. Ты снимаешь Крым наш. Пусть вас, пусть будет вас. Вы говорите, я не согласен с тем, что сделала моя бабушка. Берете в руки автомат, приходите к новым хозяевам. Как это будет выглядеть с точки зрения закона? Я не знаю, это то же самое. Всегда был русский. Крым украинский. Крым часть Украины. Прибавилось нашему государству то, что было отнято у нас заранее. Раньше, вернее. Вот. Так что мы присоединили свое и очень этому довольны. Экономическая точка зрения пусть волнует тех, кого это волнует. А мы как жили хорошо, так и живем хорошо. У нас есть все. Объединение всего русского мира, не только России, но и Украины, я считаю, Белоруссии, всех. Потому что Советский Союз – это Российская империя. Исторически наши границы таковы. И я уверена, что мы вернем наши территории исконные, как вернули Крым. Комментируй, Володь. Угу. Как есть, да? Да. Зачем им Крым был нужен? Зачем нужно было оттяпывать другую страну? Я не знаю. Знаете, говорю, вот я все говорю, мам, ну ты вот, ну голову подними. Ну, маме, правда, 80, ну, теща, в смысле, это 83 года. Ну, понимаешь, вот объяснение, знаешь, какое? Ну, по телевизору-то ведь говорят. И их ничем не переубедишь, ничего не сделаешь. Вот я тоже сейчас вот смотрю на все это. Вот хорошо я телевизор не смотрю. Вот честное слово, я сплю спокойно. Не знаю. Не знаю. Вот. Можно я скажу, да? У нас просто фильм, наш сериал заканчивается тем, что Володя говорит, вот за тем поворотом Клязьмы, все, моя страна заканчивается. Да, моя, вот да. все, что дальше за поворотом, это все не мое. И Крым не мой, Сирия не моя, и Москва не моя, и так далее. Если бы все россияне относились хотя бы вот так, как к геополитической ситуации, говорит, мое – это моя Клязьма, мое – это моя Собинка, это кладбище, где их родители похоронены, вот это мое, да? Не было бы никакой войны. Ну, понятно, это такие гуманистические и правильные вещи. Я хочу вот что, Володь, спросить. Вот смотри, все-таки согласен ты или нет?
что Путину именно, нужна была аннексия Крыма для того, чтобы объединить самых разных людей. Ведь аннексию Крыма поддержали даже те, кто его критиковал до этого. И журналисты многие, и публицисты, и артисты, и простые люди. То есть как бы он сделал так, что он всех собрал в кучу. Вот знаешь, как это говорят, классическое определение фашизма, фашо — это пучок. Да, он в пучок всех собрал. Вот именно вот этой аннексии Крыма. Вот почему это так сработало? Посмотрел бы на журналистов, которые бы не собрались в этот пучок. Нет, но не только журналисты. Вот мы видели тут и старики, и молодые, и кто только нет, да? Нет, насчет стариков, это москвичи. Ну, черт знает. Только это то же самое можно посмотреть перед выборами, когда на стадион привезли народу на автобус. Вот мы с тобой ходили, что ж, 12 годов выборы были. Помнишь, их на Поклонную гору на автобусе возили? Ну, что это такое? По 1000 рублей того. Да. Но все-таки получилось же у Путина. Вот он сшил аннексию Крыма. В свое время Муссолини, когда пришел к власти, ему нужна была империя. Он сказал, что вот мы Великая Римская империя бывшая. Он аннексировал Эфиопию, сказал, Эфиопия наша. И у него пошло с этого момента. Мне кажется, похоже. Я опять возвращаюсь к тому, что это же не за один год. Вот за один год всех не построишь. Нет, но это по моменту. Вот, знаешь, правда, он строил постепенно. Враги появлялись разные. Были чеченцы, грузины. Там месяц болгары были врагами. Поляки всегда были. Там балтийские страны, украинцы. Турки периодически. Манипуляции. Слушайте, но Крым как-то их всех прошил вот одной скрепкой. Вот это пронизал это общество. Потому что присоединили территорию впервые. То есть не влияли на территорию. Я понял. Что Южная Осетия. Вот это открытая кража, да? Я возьму, забрали. И это... Забрали. И присоединили. То есть все вот эти Абхазия, Осетия, по сути дела, то же самое. Но тут он сказал, тут он взял и подарил им вот Крым. Они никогда в Крыму не будут, я, вот эти люди. Я объясню, как я это понимаю, почему. Использована простая вещь. Ментальная отсталость России. Да? В чем она заключается? В том, что эта ментальная отсталость 19 века, когда величие державы определяется по количеству территорий. В то время, как 21 век определяет величие государства по экономической мощи, по технологиям, да, и ноу-хау. Вот и все. Америка не присоединила ни одного пяди другой земли, тем не менее она от этого сверхдержавы не перестала. Да, давайте посмотрим сюжетик. Вот на самом деле самое хреновое, на мой взгляд, это история про то, как обращаются с детьми сейчас в России. И вот про милитаризацию детей в России. Я хочу, чтобы режиссер поставил сюжет сейчас. Ни в одной стране так не любят военные парады, как в России. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Каждый родитель должен это услышать и следить за своим ребенком, чтобы такого не происходило. День Победы! День Победы! День Победы! Главнокомандующий завдетсадом говорит, детей к параду готовили и учили не только строевому шагу. А что ты знаешь о войне? Что такое? Кто победил? Россия победила. Я, как бывший еще израильский журналист, могу сказать, мне это напоминает хамасовские парады. Вот, очень похоже. Ну, это, во-первых, напоминает парады Третьего рейха. Я прошу прощения. Гитлер-Югент, сходи в любой музей. Не все помнят, да. А вот Хамас я... А пионерскую организацию ты не помнишь? Извини. Помню, да, но ты знаешь, такой милитари не было. Не было. А я тебе напомню, если ты не помнишь. Были смотры строя и песни. И каждый класс ходил, были десантники, были там танкисты. С автоматами мы не ходили. Были с игрушечными автоматами ходили. Я помню прекрасно. Володь, скажи мне, вот это что это такое вообще? Грустно мне вот все это дело смотреть. У меня, кстати, у меня внучку тоже в садике фотографируют вот в форме мне. Я как увидел в той карточке, я обалдел. Посмотрите, это дети в Крыму. Да, это пришел оккупант в Крыму, и что он делает с детьми? При украинской юрисдикции в Крыму никто не давал детям в руки оружие. Никогда в жизни. Даже мысли такой не было. Вот, пожалуйста. Что я тебе хочу сказать? Я вот за наше правительство ответить не могу. Я тебя не призываю отвечать за правительство. Не хочу. Вот я говорю, вот я вот этого всего не вижу. Правда, вот честное слово, хоть на чем хочешь поклянусь, вот не вижу. Потому что я живу в деревне, и слава тебе, Господи, вот я этого не вижу. У меня вот свои нормальные человеческие заботы. Нет, правда, про тебя я все понял. Но ты сейчас это видишь, можешь это прокомментировать? Вообще, что они хотят, вот кого они, мясо, что они хотят сделать из этих детей? Как честно человек говорю, не знаю. Вот не знаю.
Они носят маечки «Помню и горжусь», но при этом они ничего не помнят и не знают, чем гордятся. Да. О, кстати, подождите. Есть на эту тему сюжетик, ребят. Давайте, режиссеры, покажите, пожалуйста, «Бессмертный полк». О, я в этом году участвовал. Ну, ты, надеюсь, в качестве журналиста, не в качестве портрета. Внедрился, я бы сказал. Давайте посмотрим. Кто этот вот фотографии? Вам дали, по-моему, да? Да, дали просто как бы пройтись. А вы не знаете, да? Ну, как бы знаю, но сказали как бы... А что вы раздаете? Ребята? А? А кто этот Балдин Алексей? А? А скажите, пожалуйста, кто у вас на руках? Музыку в школе. Подходите ко мне, стоит обещание с Карла Маркса Толстого. Мы поможем вам построить. Вам дали, да? Да. Вот у вас фотографии есть, да? Да. Кто они такие? Для вас родные, нет? Нет, нет, а? не родные. А кто они? Раздали. А, да? Не знаете, кто они такие? Нет. А? Это ваш дед? Нет. Этого человека не знаете? Нет. Ну, я вот у нас такого, если и ходят, то вот со своими. Вот, ну, сопинки поговорим. Не, ну что про деревню, ну ты же понимаешь, что это не вопрос, это же вопрос идеологии, это религия новая. Нет, я вот сейчас на это смотрю, если честно сказать, правду, вот не видел, но вот мне так это интересно, оно получается как глумится. То есть это не твое, а ты ходишь, машешь. Я в этом году просто внедрился. Вот этот «Бессмертный полк» снимал для нового своего фильма «Куда приводит пропаганда». И там была живая цепь студентов в маечках, я помню, горжусь, георгиевскими лентами. Я попросил оператора снимать все мое общение от начала до конца. Я подошел и спросил: а вот георгиевская лента, вы можете рассказать историю ленточки? Никто не мог рассказать. Слушайте, говорю, давайте я вам расскажу, а вы на камеру повторите. Они говорят: о, давайте. Не чтобы сказать, ну не знаю, да. Но они в кино хотели сняться. Я им начинаю нести полную пургу, что ленточку придумал Николай I за победу в Крымской войне, он ее проиграл, что Сталин реанимировал. Они это все мне повторили слово в слово. Очень легко манипулировать людьми, которые ничего не знают, но гордятся. Гордость – это вещь безусловная, которая не предполагает знаний. То есть ты Путина сыграл с ними, по сути дела? Я сыграл с ними в российской СМИ, которые манипулируют человеком, который ничего не знает. Слушай, ну нельзя манипулировать человеком, который не соглашается. У них нет критического мышления. Ты им сказал сказать, они как зомби повторили. Может, в этом проблема? В школах в России так учат. Я не знаю, я вот сейчас вот на это все смотрю, да, вот у меня был как-то порыв, у меня дед воевал, да, на войне Великой Отечественной, у меня как-то был порыв, думаю, возьму деда и пойду, да. И что-то, я не знаю, что-то меня остановило это дело, я, естественно, детей своих не заставлял. Ну, а может быть, проще, ну вот, по-моему, да, то есть, как меня воспитали, может быть, проще сходить и просто ветерану помочь. Не говорит. Найти, наверняка ему плоховато, мягко говоря. Да, найти ветеран, помочь просто. А вот если, я тебе говорю, привезти вас на Собинское кладбище, вот, посмотри, какое там грязище устроили вот, за памятником вот этих как раз участников Великой Отечественной войны, которые там погибли. Это караул уже. 70 лет Победы было. Я снимал историю летчицы, последней бомбардировщицы женских авиаполков. Она умерла накануне Победы, 70 лет. Ее не то, что не вспомнили, никакого почетного караула, ничего. Слушай, Лёнь, вот весь этот бессмертный полк пройдет мимо ветерана, если он будет умирать даже вот прям в квартире по пути и будет из окна просить о помощи. Слушай, он лежал бы просто ветеран умирающий, и они бы спокойно мимо него прошли, даже в орденах бы лежал, и все равно. Ну, я вот на это смотрю, как раз такая дикость.
Я правда это не видел. Это разврат абсолютный. На самом деле это... Ну вот пацанов спрашивают, это кто? Я не знаю. Вообще все, что происходит для картинки, для телевизора. А телевизор влияет на все. Ну вот у нас, кстати, георгиевская лента запрещена, я считаю, абсолютно правильно, потому что она символ новой войны. Вот она стала символом, она обрела новый смысл. Она стала символом войны, войны нападения России на Украину. И тут, вот, понимаешь, это как история, ведь символы не существуют в отрыве от контекста, да? Если ты надеваешь такую ленту и идешь убивать украинцев, наверное, ты понимаешь, что контент не привязывают, к фаркопу привязывают. Я тоже посмотрел, к дворнику, к рюкзаку. Ну, то есть... А водила Леночка Екатерина II за личную доблесть на поле брани. То есть, смотрите, они сначала ее опошлили, довели до попсы, когда на бензоколонках раздавали еще до войны, я же помню, да? Они «Бессмертный полк» это основали парни из Томска, которые реально хотели почтить память, да, там, потом это государство загробастало, сделало государственные штабы, разгромив телекомпанию, все, и превратили это в чистая кража, они ничего сами не придумали, сделали из этого госрелигию какую-то, да? Нет, идея-то была замечательная. Сама идея была идея замечательная, вспомнить. Мне тоже такое желание было. Правильно, почему-то я не знаю, что меня остановило, меня где-то был... Может, лицемерие остановило вот это? Не знаю. Я не люблю неправду. Понимаешь, я всегда люблю правду. Вот скажи мне лучше горькую правду, да, чем вот врать. Не знаю. Ну, это не знаю. Давайте посмотрим, что думают россияне об Украине. Что это вы напрасную работу делаете? Я говорю, почему? А потому что вместо Путина будет Собянин. Да, я была в шоке, да. Знаете, я так расстроилась, я не могла в себя прийти. И всем дома сказала, и все. Говорю, ну что это такое? Неужели это? Ну не подождите, успокойтесь. Подождите. Я не могу, я сплю и только думаю о том, что был Путин. И не только я, все. Так, ну мы же путинцы. Ну конечно. Только за него. Да. И больше никого не не только мы, и все. Скажите, вот я вот снимаю, вот скажите, что произошло, что случилось? Ну, что случилось? Я вчера собирала подписи в поддержку Путина, и вдруг мне наш депутат говорит, что как же так, зачем вы такую пустую работу делаете? Вместо Путина будет Собянин. Я была в шоке, вы знаете, я так расстроилась. Ну, попейте, спокойненько, успокойтесь. С чем у вас ассоциируется слово «Украина»? Украина? Ой. Да ничего, это та же самая Россия. Харьков, не Харьков. Погоди, сейчас. Какие ассоциации? Вот когда вы слышите «Украина», что вам первое приходит в голову? Ну, ребята с немножечко таким более мягким, веселым менталитетом, ну, а точно так же, это такие же русские. С братством, любовь, морковь. Спасибо. Украина? Ну, с салом, иногда с друзьями, конечно. Почему бы и нет. Иногда с союзниками, а иногда с врагами. Я, в принципе, агностик, так что нейтрально ко всему этому. Украина – братский народ. Что-то тепло, вкусная кухня. Спасибо. Давайте нам задайте вопрос про Украину. Давайте. А вы оттуда? Я оттуда. Я спрашиваю о том, с чем ассоциируется слово «Украина». С домом. Ну, для вас понятно. Украина, но это окраина России. Да, Одесса. Одесса город. Ну, когда вы слышите слово «Украина», что первое приходит вам в голову? Может быть, так проще? Не знаю. Я как историю люблю, мне поэтому Киевская Русь, не знаю. Ну вот, ключевые месседжи мы услышали. Та же самая Россия, окраина Российской империи, братский народ и вкусное сало-горилка. То, что мы всегда знаем. Да? Я даже смеяться над этим не хочу. Это, на самом деле это не смешно, это омерзительно. А чего это плохого, скажи мне? Нет, плохое знаешь что? Плохое то, что Украина воспринимается как свое, как то, на что ты имеешь право наложить лапу, как вторичное, как, то есть брат же имеется в виду младший брат, это они подчеркивают. Они это подчеркивают. Неравноправный, не какой-то. Ну, усугубляешь. Я в армии служил, у нас полрота было сумских, горловских, еще мальчишки николаевских.
Как-то мы с ними нормально все было. Ты не про то. Вот мы сюжет не просто так тебе, Володя, показал. Это сейчас люди, это Москва, это молодые люди, не только молодые. Вот хорошо. Опять, знаешь, вот я тебе скажу, вот там много сюжетов, это все Москва. Вот зачем Москва? Я был на Дальнем Востоке. Москва не Россия. Я в Владивостоке в армии служил. А знаешь, сколько больше всего сторонников по вопросам аннексии Крыма? Знаешь, в каком городе? В Владивостоке. Жители, которые никогда Крыма не увидят вообще. Они ездят на курорты во Вьетнам. Я про другое. А у нас звонок, кстати, есть. Да, давайте-ка звонок в студию. Говорите, кто вы, откуда, пожалуйста, и задавайте вопрос любому из наших гостей. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я из Кривого Рога. У меня вопрос к Владимиру. Скажите, пожалуйста, Владимир, как вы думаете, что должно произойти в России, чтобы россияне начали прослеживать причинно-следственная связь? Вот что причина, а что следствие? Причина и следственная связь чего? Событий. Ну, состояние в России. Вот такой изоляции в России. Ну, прямая же изоляция идет. Почему идет изоляция? Причина и следствие. Изоляция. Причина, вот это причина или следствие? Вот идет изоляция России. Причина или следствие? Я так понял вопрос. Вот ничего не скажу. Вот я даже не понимаю, про что спрашивать. Причина чего и следствие чего? Скажи мне, что я дурак, что ли? Я все прекрасно понимаю. Изоляция. Вот это... Изоляция кого? От кого? Россия. Кто ее изолирует? Объясни мне, пожалуйста. Она изолируется. Россия изолируется. Так это не Россия изолируется-то. Она сама изолируется. Вот я как-то народ от государства отделяю, честное слово. Отделяешь? Я отделяю. А как ты отделяешь? Вот объясни мне логику просто. А как вот нет? Ты живешь среди людей, которые тебя не любят. Ты сам об этом говоришь, что ты там белая ворона, что они все зомбированы. Да, и что? Это то же самое, что Путин, в принципе. А просто они рядом с тобой я не живут. могу за Путина отвечать. И за всю Россию не могу отвечать. Я вот могу за себя и за свою семью. Понимаешь? Я понимаю, для чего это... Я тебя не прошу ни за кого отвечать. Я не понимаю, для чего нас спрашивают. Для чего? Кто? Ну, я не изолируюсь ни от кого. Хорошо, давай я у тебя спрошу. Давай. Вопрос такой. Простят ли украинцы россиян за эту войну? Если простят, то при каких обстоятельствах, когда и что должно для этого произойти? Вот давайте честно рассуждать, братцы. Да. Я понимаю, направленность какая-то канала у вас своя есть, да? Угу. Вот вчера поезд утром вышел в Москву полный. Угу. Полный. А вот я на этом же поезде возвращался обратно. То есть, значит, я ехал с женщиной, да, замечательная женщина, живет 80 километров под Киевом. Тетя Вера, ей 65 лет. Тетя Вера, сколько пенсии у тебя? 1680 гривен. На наши деньги 3000. К примеру просто. Я говорю, все хорошо, тетя Вера? Ну как, Володенька, хорошо? Вот когда я ехала утром, то есть вчера она уехала из Киева в Москву, полный поезд был. А из Москвы в Киев у нас пустой вагон был. Понятно. Да, об этом тоже говорим и пишем. Да, я понимаю. И столько украинцев у нас. Я же рассказывал. Вот я работал с Николаевскими. Все там замечательно. Они меня в гости зовут. У нас еще вопрос есть. Я хочу, чтобы живое общение было. Говорите, пожалуйста, кто вы, откуда, и быстро задавайте вопросы, у нас мало времени. Добрый вечер. Я звоню из Одессы. У меня жена из Крыма. Я хочу просто спросить этого человека, который так вот рассуждает там за Россию, за все. Я хочу спросить, если бы у вас украли территорию, как бы вы реагировали? Вы там такой Владимирская область, вы там акцент делаете российский. Я вот просто хочу вас спросить, как человека, вот, если бы у вас украли территорию, как бы вы реагировали? Если бы в России оттяпали условно Смоленскую область, как бы Нет, он про Владимирскую спросил, конкретно Владимирскую. Можно я отвечу? Очень, у нас минута одна. Так, спросили меня, а я бы ее защищал, а не просто так отдал. Я вам ответил. Вот и все. Вот я взял бы ее и защищал, вот придите, возьмите у меня хоть соточку, я возьму топор и отрублю вам голову, правда. Ну, все правильные вопросы, правильный ответ. Украинцы защищают свою родину, и очень много людей воюют. Ты сам знаешь, сам видел людей, которые погибшие, которые воюют. Надо защищать. Вот такая у нас беседа интересная. Это, наверное, долго можно беседовать с Володей Виноградовым и с Леней Канфером. Мы даже не успели показать трейлер Лениного фильма. Фильм называется... Ничего, я потерплю. Ничего, мы покажем в другой раз. Леня Канфер снимает сейчас фильм, который называется «На 3 буквы». Это фильм о том, как... В 2 словах скажи.
Это фильм «Моя личная история», в центре которой я сам. Это фильм от первого лица. И связано с тем, что я в этом году, у меня поставили диагноз рака головного мозга. Да? Когда у тебя в жизни такой вызов, и ты оборачиваешься назад и пытаешься оценить свой путь, в данном случае журналистский, пытаешься оценить, что вообще стало с тобой как журналистом, с твоей профессией и с твоими коллегами, которые тебе встречались на пути. Я жил в Беларуси, жил в России, живу сейчас в Украине. И все мои герои фильмов – это люди, которые борются за свободу, за свой выбор. Многие из них ушли в пропаганду. То есть журналистика, которая мутирует в пропаганду, и она является такой же опухолью. Собственно, фильм об этом. Спасибо, что смотрели нас. Мы и так перебрали время. Смотрите дальше новости на телеканале АТР. Спасибо гостям за то, что пришли.